Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Олег Мыльников, и прямо сейчас о главных событиях к этому часу. Большая вода, угроза совсем близко. Боимся прошлого года, потому что нас очень сильно затопило. Выйдет ли в этом году из берегов река Каипка и в каких районах уже начался паводок, выясняла Юлия Гоголева. Чемпионы чистой воды. Благодарность президента Республики Татарстан объявлена коллективу спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез». Сегодня в Кремле чествовали чемпиона России ватерпольный «Синтез». О триумфальном пути Рамиль Галиулян. Взгляд в будущее и проблемы настоящего. Я как практик каждый день сталкиваюсь и не могу найти ответа. Что нужно для развития в республике детско-юношеского спорта, узнал Дмитрий Аренин. Почти 100 изданий Татарстана ждут своих подписчиков. И самое главное, подписываться своих близких, родных, родителей, друзей. Это очень хороший подарок. Какой приятный бонус ожидает подписчиков на газеты и журналы, узнала Алия Хайрудинова. Итак, вот она, долгожданная весна. В Татарстане резкое потепление, снег стремительно тает, а реки выходят из берегов. В Буинске и Нурлатском районе под воду ушли 3 моста. Паводок разлился и под Казанью. В некоторых поселках Лаишевского района образовались мини-озера. В итоге ни проехать, ни пройти. Жители Озерной долины и Тургая последствия наступления большой воды выложили в соцсети. А впереди не менее теплые выходные. Юлия Гоголева о тех, кто в зоне риска. Поселок Тургай. Все затоплено. Эти кадры в самом центре поселка Тургай в Лаишевском районе сделаны пару дней назад. Сейчас воды здесь гораздо меньше. Жители оперативно прокопали канаву, по которой талые воды уходят в местную реку Каипка. На протяженности 20 с лишним километров. Снег потихонечку тает, и у нас вода уходит. На другой улице в том же поселке вода еще стоит. Здесь канаву не прокопаешь, говорят представители администрации. Зима была снежная, а дорога и дома в низине. Там дорогу надо поднимать. Там вода стоит, она каждый год будет стоять, пока дорогу не поднимем. А без денег пока, сами знаете. Там много денег нужно. Больше всего жителей Тургая сейчас беспокоит состояние реки Каипка. Река уже вскрылась, ситуация вроде бы под контролем, но все может измениться в считанные часы. Вот какой выдалась здесь весна в прошлом году. В прошлом году здесь 2 больших льдины встали, перекрыли русло речки. Вся вода вышла из берегов и пошла по домам. От разлива реки Каипка в прошлом году в этом поселке пострадало около 30 домов. Вода пошла и на ту сторону реки, и сюда, прямо на дорогу. Чтобы в этом году ситуация не повторилась, еще летом здесь укрепили берег, насыпали грунт и установили вот эти плиты. Искусственная насыпь. Насыпали мы ее, отсыпали, утрамбовали. Думаем, что в этом году таких моментов уже не будет. В 30 километрах от Тургая, также под Казанью, другой коттеджный поселок Озерная долина. В прошлом году из-за резкого таяния снега и дождей подтопило около 200 домов. Сегодня уже в 3-й раз сюда приехали сотрудники МЧС, мониторят ситуацию. 2 недели назад выдали предписание расчистить русло. Местные жители сделали это как могли. Обрезали ветки на склонах, но, как видим, мусора еще много. Когда лопату беру, когда вот эту мотыгу, чтобы вода уходила. Любовь Шульга – одна из тех, кого в прошлом году затопило. Каждый день она теперь выходит и вручную вычерпывает талую воду. Боимся прошлого года, потому что нас очень сильно затопило. На соседней улице вода уже бурлит. И хотя заблаговременно там сделали специальный желоб для талых вод, без резиновых сапог здесь все равно не обойтись. А это уже Нурлатский район, Новоиглайкинское сельское поселение. К мосту, который соединяет деревни Светлое озеро и Новое Иглайкино, жители приходят каждый день. Они следят за уровнем воды. Еще свежие воспоминания, когда река Кандурча вышла из берегов и отрезала от мира 9 домов. В этом году здесь заблаговременно расчистили русло, мостовые трубы и провели чернение льда. На сегодня река уже вскрылась, но пока до критических отметок вода не доходит. Юлия Гоголева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.
Чемпионы чистой воды. Сегодня в Казанском Кремле Рустам Минниханов чествовал ватерпольный клуб «Синтез». Команда в 3-й раз подряд стала чемпионом России. Коллектив под руководством нового главного тренера Реваза Чамахидзе выиграл почти все матчи чемпионата. Особенно ценно то, что в составе команды только российские игроки, подчеркнул президент. И все они воспитанники татарстанских спортивных школ. За каким кубком поплывет «Синтез» через неделю, расскажет Рамиль Галиуллин. Рустам Минниханов чествует гордость республики – ватерпольную команду «Синтез». Кубок победителя у татарстанских пловцов 3-й год подряд. В истории клуба это 4-я победа в чемпионате России. Президент отмечает, очередной триумф – результат планомерной работы всего коллектива. А юным ватерполистам есть на кого равняться. Наша задача, чтобы как можно больше бассейнов, ледовых катков, спортивных комплексов, площадок были доступны для нашей молодежи в каждом дворе. Путь к медалям начинается с ближайших к дому спортобъекта. Хочу еще раз от всей души поздравить вас с завоеванием чемпионского титула. Уверен, команда продолжит достойно представлять нашу республику на спортивных аренах. Характер, скорость и борьба до последних секунд. Только так становится лучшей командой страны. В решающем поединке со счетом 12-8 «Синтез» одолел волгоградский «Спартак». После финального свистка настоящий всплеск эмоций. В этом сезоне команда выиграла 26 матчей чемпионата из 28. Но несмотря на это, сохранить титул было непросто, говорят в коллективе. Наверное, тяжелее защищать титул, чем стать, наверное, даже первым. Потому что, когда ты становишься первым, каждый хочет отобрать, каждый хочет доказать что-то. И в каждой игре против чемпиона по-особому настраивается. Поэтому этот 3-й раз, наверное, тоже был тяжелый. По ходу чемпионата у «Синтеза» сменился тренер. На смену Марату Закирову был приглашен именитый Реваз Чамахидзе. Именно он привел команду к чемпионству. Я не встретил никаких проблем по принятию команды, по подготовке команды непосредственно к финальной части чемпионата. И, может быть, в некотором смысле были проведены некоторые изменения, несомненно. Но все бы это было бы невозможно без слаженной работы всех звеньев и всех заинтересованных лиц в успехе нашей команды. С Ревазом Бадуровичем все по-другому. Так что все задания, тактика, все поменялось. Ну, мы достаточно быстро среагировали на это, адаптировались, и результат говорит сам за себя. Нынешний состав «Синтеза» стал золотым во всех отношениях. Команда полностью состоит из российских игроков. На 80% из татарстанских воспитанников. Анвар Галимзянов прошел путь от юниора команды до тренера вратарей. Говорит, для занятия водным полом в республике созданы все условия. Сегодня в Татарстане работают больше 260 бассейнов. Одно дело, когда ты играешь за свой родной клуб, в котором ты рос, в котором тебя воспитывали, в своих родных стенах, и немного другое, когда ты приезжаешь в другой город и работаешь в другом коллективе, условно говоря. Здесь же у нас везде колоссальная поддержка на всех уровнях идет. И очень сильная спортивная школа, начиная от самых маленьких детей и заканчивая нашими профессиональными спортсменами. На протяжении многих лет идти к чемпионским титулам помогает руководство республики и спонсоры клуба. Особые слова благодарности спонсорам команды. ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Казань Оргсинтез». Болельщикам, которые всегда поддерживают. Ваши семьи, друзья, и все татарстанцы, которые болеют за нашу команду. Ватерполисты поблагодарили Рустама Минниханова и вручили ему памятный мяч с автографами и книгу об истории клуба. Несмотря на победу в чемпионате России, времени на отдых у команды нет. Уже на следующей неделе «Синтез» начнет путь за новым трофеем. 15 апреля стартует Кубок России. К слову, там наша команда является действующим победителем. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня в Госсовете Татарстана на круглом столе обсудили российскую концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Документ по поручению Владимира Путина утвердили в начале этого года, и началась реализация на местах. Главное, на базе всех общеобразовательных организаций должны заработать спортклубы и 90% детей систематически заниматься спортом. Какие проблемы уже возникают и почему Минспорт и Минобр не могут наладить взаимодействие? Прения сторон выслушал Дмитрий Аренин.
Я как практик каждый день сталкиваюсь и не могу найти ответа. На эти вопросы ответы непростые. Как концепцию реализовать на практике, сегодня обсуждал широкий круг экспертов. Как решено на федеральном уровне, все спортивные школы, а их в Татарстане 170, должны получить статус образовательных учреждений и работать по лицензии. Возникли опасения, смогут ли спортивные школы продолжить работу, если не находятся в общеобразовательных школах. Дети одни, а претендуют на них и как образование, так и спорт. И места занятий у нас с вами тоже одни. И вот как выйти? Как объяснили в Минобре Татарстана, по этому поводу беспокоиться не стоит. Предусмотрен механизм заключения договоров сетевого взаимодействия со школой. Сетевая форма взаимодействия. У меня есть тренеры, у меня есть программа, но ресурсы, которые необходимы для реализации этой программы, ну, например, спортзал, мячики и другое оборудование, оно находится в школе. И дети вот находятся в этой школе. Заключается вот этот договор, где мы совместно, вместе со школой, реализуем эту программу. На этом этапе между спортивными и общеобразовательными школами порой возникает ряд несостыковок. Хотелось бы, чтобы нас пускали в воскресное время в эти залы. Есть школы, новые школы, которые не пускают почему-то нас. Очень многие школы работают на пределе, и они в воскресенье хотят отдохнуть. Да? А в воскресенье надо, чтобы двери открыть, туда клининг должен выйти, охрана должна выйти, там еще кто-то должен выйти. Клин вбивает и вопрос денег. Спортшколы хотят проводить свои тренировки, а школам выгоднее устраивать платные занятия. А в одной школе я говорю, давайте будем развивать вот дзюдо. Нет, у меня будет кикбоксинг здесь, вот мне чемпион Азии там. Ну, хорошо, говорят, оплачивать за аренду, я буду пускать его. Лично мне вот даже. Поэтому вот это стало сейчас уже проблемой для нас. На самом деле федерация борется за школы, то есть федерация по видам спорта. Особенно сейчас идет борьба за наши вот эти новые школы, которые на 1224 места, которые фантастическая инфраструктура, 2 бассейна и так далее. Да, конкуренция это как в спорте, конкуренция. Нет, от конкуренции-то мы не уйдем никуда, это понятно. Каждый захочет оторвать самый лучший пирог. И нет, но пути решения все-таки какие есть. Понятно, мы не говорим там, где учитель хочется, ну какой-то, может быть, разработать нам тоже план действий в этом направлении, дорожную карту, определиться, посмотреть, в каких школах вообще ничего нет, и предложить этим. Как наладить взаимодействие, будут обсуждать и далее. Сейчас в различных спортивных секциях республики занимаются более 300 тысяч детей. Это 70%. По федеральной же концепции этот показатель нужно составить 90%. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Как работает Казанский завод компрессорного машиностроения в новых экономических условиях? Сегодня на предприятии в рамках работы антикризисного штаба побывал Ильсур Медшин. Руководитель производства Ильнур Сагдиев рассказал, в период санкций спрос на продукцию только вырос. В связи с этим завод планирует расширяться и нуждается еще в 100 специалистах, в числе которых сборщики и станочники. Отметим, сейчас на Казань компрессормаш и трудятся свыше 1700 человек. Они производят продукцию для газовой, нефтяной и химической промышленности. Радует, что наше системообразующее предприятие уверенно смотрит в будущее. У них четкое понимание, какой объем работы им предстоит. У них заказы на годы вперед. И в партнерах наши системообразующие уже в стране предприятия. Ситуация на рынке труда Татарстана остается стабильной. Об этом сегодня заявила Эльмира Зарипова. Министр рассказала, что изменилось с введением отношений нашей страны санкций и ухода западных компаний. Как отмечают, число безработных практически не изменилось. Их в Татарстане зарегистрировано более 10 тысяч человек. Из них порядка 20% те, кто официально нигде не числился или был занят на сером рынке. Как отметила глава Минтруда, сейчас ситуация кардинально отличается от кризисов 2010 и 2015 годов. Тогда на одно место претендовали по 2-3 безработных. Сейчас на одного безработного приходится до 6 вакансий. В целом, работодатели республики заявили более 60 тысяч вакансий. Запущены меры господдержки для сохранения рабочих мест. Программа ФОД-3, когда за сохранение рабочих мест вам даются кредиты льготные под 3% сроком на 18 месяцев. И задача ваша до 90% занятых сохранить. То есть удержать коллектив. И в этом случае вы можете претендовать на данную поддержку в рамках ФОД-3. Но достаточно сказать, что более 1100 предпринимателей в республике воспользовались в 2021 году этой программой. И сегодня эта программа продолжена.
Татарстан собрал более 1000 писем в рамках акции «Защитникам Отечества». Она стартовала в начале марта и призвана поддержать военнослужащих, которые участвуют в специальной операции. Теплые слова пишут и дети, и взрослые со всей республики. Отправляют и рисунки. Каждый может принять участие во всероссийской акции. Свои пожелания можно отправить по электронной почте, СМС или WhatsApp Общественной палаты Татарстана. Здравствуй, дорогой солдат. Я знаю, что ты находишься в опасных условиях и, возможно, не можешь ответить. В этом письме я бы хотела поблагодарить тебя за все твое мужество, отвагу, благородство и храбрость, за все твои заслуги, которых неисчислимое количество. Я говорю тебе 1000 раз спасибо за то, что служишь Родине и на благо народа. Действительно, они выполняют такую героическую задачу по защите нашего Отечества. И в рамках этого я вижу единение народа. По итогам прошлого года Казань приросла 97 тысячами новых жителей. Это на 17% больше, чем в 2020-м. При этом, как отметили в управлении МВД города, казанцы заметно чаще стали вылетать за рубеж после открытия границ, закрывшихся из-за пандемии. Только в Казани было выдано 64 тысячи загранпаспортов. Это больше на 85%. Отметили полицейские и рост миграционного потока. В столицу стали возвращаться рабочие мигранты. Ими подано 155 тысяч заявлений о постановке на учет. У нас был определенный спад по оформлению заграничных паспортов, так как люди не оформляли их, потому что были закрыты границы, выезжать было некуда. Определенно было снижение по иностранным гражданам, потому что также из-за закрытых границ. На данный момент все сейчас постепенно оживает. В Татарстане в этом году увеличат посевы сои в 3 раза. Эта культура капризная, она требует особых условий выращивания, но при этом выгодная с экономической точки зрения. Востребована она у аграриев. Сегодня Россия обеспечивает себя этой культурой только на 60%, остальное завозится. Перед сельхозпроизводителями сейчас стоит задача импортозамещения. Почему к сое такое внимание и готовы ли татарстанские селекционеры предложить семена? Ответы у Вероники Гайнудиновой. Соя перспективный выгодная культура. Россия мало выращивает сою, а экономически это выгодная культура. Аграрии вынуждены компенсировать дефицит импортом. Как увеличить производство сои, как привлечь аграриев к этой культуре и как ее выращивать, обсуждают на семинаре сельхозпроизводителей. Россия обеспечена соей на 60%. 40% – это ввозимое сырье. Это одна из самых высокобелковых культур, абсолютно необходимая для кормового производства. То есть все животноводство, птицеводство не может обойтись без сои, потому что она занимает в объеме питания мало места, но очень питательная и составляет до 30% рациона в свиноводстве и в птицеводстве. В Татарстане в прошлом году аграрии посеяли 5000 гектаров сои. Урожайность 13 центнеров с гектара. Больше всего ее выращивают в Спасском, Алькеевском, Алексеевском, Буинском районах. У нас имеется свиноводческая ферма. Соя является ценным белковым кормом для свиней, поэтому мы возделываем для своих целей сою. Наше хозяйство является семхозом, мы сами подготавливаем семена. Технологии уже мы освоили, разные сорта попробовали. В республике выращивают сою 15 сортов. Есть и зарубежные, и российские. В Татарстане вывели и свой – Милеуша. Она менее капризна, чем европейские сестры. У нас все свои возможности полностью закрыть потребности в семенном материале для всей страны и для Татарстана. На подходе у нас еще есть перспективные линии, которые в ближайшее время мы будем подавать на патент, соответственно, будут новые сорта. В этом году в республике планируют увеличить и площади посевов в 3 раза. Развитие животноводства нас подвигает к тому, чтобы мы развивали эту культуру. А сбалансированные корма и так далее, да, то есть, это для нас очень востребовано, потому что во многом соя, она у нас привозная, да, то есть для кормления животных. Поэтому нам самим нужно развивать высокобелковые культуры. Эта культура требует особых агротехнологий, правильного выбора сортов и средств защиты. Сейчас внимание аграриев приковано именно к кормовой сое. Выращивание пищевой еще только начинает развиваться. Вероника Гайнудинова, Ленар Хузякметов, ТНВ, Казань.
В Татарстане уже 2 недели количество заболевших коронавирусом держится на одном уровне. Накануне выявили 258 новых случаев заражения коронавирусом. Пошел резкий спад и у детей – 17 за сутки. До этого ежедневно заболевали от 50 до 80 малышей. От ковид скончались 5 человек, сообщает Республиканский оперативный штаб. За прошедшие сутки в Татарстане привились свыше 1000 жителей. По России больше 14 тысяч инфицированных. Регионы продолжают снимать антиковидные ограничения. В Саратовской области разрешили круглосуточную работу общепита. В Нижегородской возобновят работу поезда здоровья. В Тамбове вновь открылись реабилитационные отделения для пожилых. По предварительным итогам переписи население России составило 147 миллионов человек. Много это или мало? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Рустам Минниханов встретился с руководителем корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. Обсудили вопросы сотрудничества и развития туризма в Татарстане. Президент отметил, республика работает над увеличением турпотока и определяет новые направления. Напомним, в рамках подписанного в марте соглашения в Татарстане развивается 5 туристических кластеров. Это Соколка, Свияга, Камское устье, Лаишево и Волжская Булгария. Сейчас наш регион посещают 3,5 миллиона туристов в год. Правительство Татарстана утвердило план подготовки и проведения ИСГ Болгар-Жиины. В этом году он приурочен к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Распоряжение подписал премьер Алексей Песошин. В день празднования, 21 мая, пройдет ярмарка народных промыслов Татарстана. На территории старинной мечети будут лекции на тему ислама, уроки намаза, мастер-классы по завязыванию платка и оформлению челмы. Также планируется фотовыставка, интерактивная площадка по арабской каллиграфии, Кубок мира по борьбе Кареш, Всероссийский форум религиозных деятелей. На территории Апанаевской мечети Казани сегодня прошла благотворительная акция. В месяц Рамазан 50 малоимущих семей получили бесплатные продуктовые наборы. Это люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи и пенсионеры. Внутри мясо, колбасные изделия, крупы, фрукты и сладости. Организатор акции – Ассоциация предпринимателей мусульман России. Хочу сказать большое спасибо за организацию. Мы же при этих детях живем на пособие по уходу за ребенком и на пенсию ребенка. Это большая помощь. Я мама, воспитывающая ребенка-инвалида. Знаете, у меня первым делом ребенок сказал сосиски, курица. Можно уже сегодня приготовить и помолиться за здоровье, за благо и процветание всех людей, которые поучаствовали в этой акции. Благотворительные акции проходят у нас каждую неделю. Обычно они у нас бывают по субботам и воскресеньям, но сегодня вот решили в Джумга провести благотворительную акцию. Нуждающихся нам, скажем так, обеспечивают со стороны Духовного управления мусульман Республики Татарстан и со стороны мечетей. Татарстанцы хотят читать газеты и быть в курсе последних новостей. Это показывает весенняя подписная кампания. Жители республики активно выписывают периодику и журналы. Возможно, на это повлияли и цены, которые решено было сохранить на уровне прошлого года. Татмедиа определила даже самые читающие районы Татарстана. В топ-5 вошли Азнакаево, Буинск, Черемшан, Аксубаево и Елабуга. Как видим, читают и города, и на селе. 14 апреля завершается Всероссийская декада подписки. Как можно оформить любимые издания онлайн? Алия Харудинова. Наши журналисты все работают уже над следующим номером сегодня, потому что у нас вышел, как раз вы прям попали, новенький, свеженький апрельский номер. Глаголом «жечь сердца людей». Такой путь к читателям больше века назад выбрали авторы журнала «Татарстан». Общественно-политическое издание за это время не раз меняло название. «Вестник», «Коммунистический путь», «Путь Ильича», «Коммунист Татарии», «Татарстан». Верными оставались подписчики. На протяжении всех этих долгих лет наши подписчики они всегда с нами, нас поддерживают их дети, внуки, правнуки. Каждые полгода организовываем новую подписную кампанию, обещаем там иногда какие-то призы. Тираж журнала почти 5000 экземпляров. Более половины выписывают жители Татарстана и других регионов. Остальная часть попадает в киоски. Любое издание всегда на связи с подписчиками. Естественно, наши темы рождаются из общения, с теми людьми, которые вокруг нас. Есть очень читающие районы, которые оформляют очень много подписки, и благодаря им мы, в принципе,
подписку не роняем, а идем только вперед. Сегодня республика входит в число самых читающих регионов России. Общее число подписчиков изданий Татмедиа порядка 230 тысяч. Несмотря на сложившуюся ситуацию на рынке, в этом году здесь цены на подписку решили оставить прежними. А чтобы сэкономить на бумаге, которая подорожала как минимум вдвое, издания перешли с мелованной бумаги на офсетную. Несмотря на всю эту ситуацию в стране, мы решили в этом году не повышать цены. Количество подписчиков каждый год не уменьшается. Есть варианты. Мы вот недавно запустили эксперимент в маркетплейсах. Сейчас по всей России продаются татароязычные газеты, журналы. В любой точке России сегодня в Вайлдберрис, в Озон можно купить наш журнал. Это удивительная возможность. И действительно люди активно этим пользуются. У нас много покупателей в Башкирии, Новосибирской области, Челябинске. Сейчас в России идет декада подписки. У жителей республики есть возможность до 14 апреля получить скидку до 13% на все издания Татмедиа, а это 80 газет и 14 журналов. Подписаться на газеты и журналы можно во всех почтовых отделениях, а также на сайте Татмедиа и на республиканском и российском портале госуслуг. Выберите то, что удобно для вас. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. И в завершении выпуска предлагаем вам посмотреть, как радуются весне гепарды в зоопарке «Река Замбези». Здравствуйте! О погоде на ближайшие сутки после полезной информации. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет санчи. Благодаря свойству гармонизировать кровообращение, санчи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, улучшает самочувствие. Польза санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Спрашивайте в аптеках Фармленд. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево южный циклон вновь нагонит тучи, но осадки маловероятны. До 10 градусов тепла днем. Без осадков и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге теплая погода сохранится. В Агрызе, Менделеевске, Таныше небо затянет облаками, но вероятность осадков будет небольшой. Под влиянием юго-восточного циклона и в Арске, в Кукмаре-Балтаси будет преобладать облачная и ветреная погода. Осадки не прогнозируются. Ночная температура станет выше, до +4, а днем +11. В Болгаре, Држаном, Буинске ни снега, ни дождя. Будет тепло, +10, а местами и до +15. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше воздух уже пропитан свежестью и согрет весенним солнцем. Вокруг все расцветает и хочется дышать полной грудью. В ближайшие дни теплая погода сохранится. Карта Акбарсбанка платежной системы «Мир» для ежедневных покупок. Бесплатное обслуживание. До 10% на остаток. Оформите на akbars.ru. Карта платежной системы «Мир» от Акбарсбанка для ежедневных покупок. Бесплатное обслуживание. До 10% на остаток, кэшбэк рубли или бонусы. Оформите на akbars.ru. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Ост». Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Ост». Были бы оба сустава целы. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани ожидается переменная облачность без осадков. Ночью +5, а днем 10 градусов выше нуля. Ветер южный умеренный до сильного. Магнитное поле Земли спокойное.
И еще одна полезная информация. АО «БТИ РТ» проводит мега-розыгрыш подарков в честь своего 95-летия. Участниками розыгрыша становятся все клиенты, заказавшие услуги БТИ с 1 апреля по 19 мая 2022 года. Сроки проведения розыгрыша с 1 апреля по 19 мая 2022 года.